Ну что, мы продолжаем. Это прямой эфир программы «Салям». Классные гости, впрочем, как всегда, в нашей студии. Сегодня вместе с нами альпинист из нашей любимой республики Башкортостан. Человек, который взошел на вершину Манаслу на высоту 8163 метра. Он это сделал первым, да, из нашего региона. Известный уфимский ресторатор Сергей Белкин. Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, во-первых, конечно же, если, как вы правильно сказали, поздравляют при спуске, то мы вас поздравляем. С горой, говорят. С горой, да. Спасибо. Вы это сделали Манаслу. Это Непал ведь, да? Непал. Да. Непал. И я просто не понимаю, это насколько нужно любить горы, чтобы в итоге поехать не на Иремель, а вот за тысячи километров? Ну, на Иремеле я тоже был, но на самом деле Непал – это мекка альпинизма, Гималаи – это самый большой горный массив, где каждый, наверное, найдет для себя ту вершину, на которую он захотел бы зайти. Вот. Ну и в Непал стоит съездить, даже если вот ты не так сильно там влюблен в горы и не сильно готов к восхождениям, а как минимум на трек пройтись по этим замечательным трекам, которых там уйма, и насладиться тем, что вокруг. Возможно, кто-то заразится и потом захочет взойти. Ну вот для вас это больше такой внутренний диалог с самим собой, или это спорт, или это то и другое вместе? С кем-то. Или спор, да? Нет, это никакой не спор. Ну, альпинизм это для меня это два фактора, да. То есть, во-первых, это спорт. Когда ты находишься в постоянном каком-то там тонусе в процессе подготовки к следующей горе. Там, да. И это, да, это диалог с собой, это выход из зоны там, сегодняшнего комфорта здесь, это переход там, в другое состояние, в котором, находясь, ты оцениваешь то, что происходит здесь, у тебя дома, и меняется все мировоззрение, меняется отношение к текущим каким-то мирским проблемам. Вот. Ну и ты просто кайфуешь от того, что ты делаешь. Слушайте, ну 8163 метра над уровнем моря. Это не просто супер высоко, это супер страшно и супер опасно. Супер сложно. Ну, после 8000 начинается зона смерти. Это так называется, то есть, когда ты переходишь отметку 8000, ты попадаешь в зону смерти. Там нельзя находиться долго, туда нужно штурмовать, подниматься и сразу спускаться. Там люди не ночуют, там нет возможности жить, выживать. Поэтому альпинизм – это всегда риск. Так же, как и бизнес, это тоже риск. А сколько у вас весь подъем, спуск, сколько всего в совокупе это времени заняло? Вся экспедиция с дорогой от дома до дома заняла 30 дней. То есть 10 дней – это дорога, и 20 дней – это работа на горе. Смотри, картиночки показывают какие, а? За 20 дней мы акклиматизировались, сделали 2 акклиматизационных выхода на все выше и выше. Каждый акклиматизационный выход, он сопровождается набором высоты. Первый акклиматизационный выход, он был на 5800. То есть, это вот вы поднимаетесь, есть какой-то лагерь, ну там палатки условно, да? Вы, значит, там делаете привал, чтобы... Вся экспедиция, она базируется в базовом лагере. И оттуда совершаются все восхождения, и штурмовые, и акклиматизационные. Дальше по горе разбросаны промежуточные лагеря на определенных высотах. На Манаслу 4 лагеря. Там 5800, 6200, 6800, 7400. И 7400 ты уже стартуешь, штурмуешь вершину. И для того, чтобы привыкнуть к высоте, нужна акклиматизация. Нужно, чтобы организм перестроился и научился жить на этой высоте. Для этого нужно совершить несколько выходов. То есть вы поднялись на высоту 5800, переночевали, спустились вниз. Отдохнули, в следующий раз поднялись, там 5800, ночевка, 6200, ночевка, 6800, ночевка. И опять вот так вот туда-сюда, туда-сюда по горе. И потом снова наверх, уже по тебе хорошо знакомому маршруту идешь. А не надоедает вот так туда-сюда подниматься по одной и той же тропке? Ну ты каждый раз, когда ты выходишь на новую высоту. Ты для себя ставишь новую задачу, новую цель, к которой ты идешь. Поэтому
интерес первого выхода это там 5800 акклиматизация, второго это уже там, нам уже на 6800. Ну и ты когда идешь в следующий раз, каждый следующий выход твой, он более живой, более скоростной, потому что организм привыкает. Первый выход на такой высоте, он достаточно такой болезненный, тяжелый. А в следующий раз по этому же маршруту ты идешь, ты можешь его пройти. Мы первый раз шли там 7 часов, второй раз мы поднялись, прошли этот же путь за 4 часа. Поэтому организм привыкает ко всему. Манаслу переводится как гора духов, и учитывая то, что есть горная болезнь, вот встречались ли вы там с этими духами? Нет, ну, есть товарищи, у которых там, скажем, галлюцинации ловят на высоте. Но надо понять, что это от высоты. Да, это однозначно начинается горная болезнь, ну, действие высоты. Были случаи, когда там человек, поднимаясь на вершину, спускался с нее и был убежден, что с ним рядом кто-то находится. А по факту это были галлюцинации. А представляете, если это не галлюцинация? Если действительно духи живут на этой горе, да? На любой горе есть духи, у каждой горы есть своя душа, поэтому нужно относиться к этому уважительно. И когда ты идешь на гору, ты прежде всего просишь разрешения у горы зайти туда. И перед каждым восхождением непальцы, они очень верят в эту историю, и ни один там шерпа, ни один носильщик, ни один гид не пойдет на гору, пока не будет совершен обряд, который называется пуджа. Этот обряд, его читает там, местный служитель. Это целая красивая история, очень нарядная, да? Когда читаются мантры, потом над базовым лагерем развешиваются флажки, на каждом из этих флажков написаны молитвы, называются они мантры, и вот ветер их раздувает, эти флажки, они колеблются, и тем самым как бы молитвы уходят к горе. Там 7 стихий, и каждую стихию они просят разрешения зайти на гору. Без такого обряда, без пуджи, ни один непальский житель не пойдет. Слушайте, здорово. Но важно отметить, чтобы покорить Вирш. Взойти. Ага. Да, взойти. Альпинисты, Сергей нас уже научил, да, что альпинисты ненавидят это слово. Не любят просто. Собственно, вы начали все это дело ну, вот буквально 4 года назад. Не обязательно да, с рождения чем-то таким вот заниматься, увлекаться, чтобы в итоге взойти на вершину. Как это пришло к вам? 4 года. Ну, все верно, да. То есть горы, они для того, чтобы начать ходить в горы, наверное, человек должен прежде всего сам созреть. Да? И кто-то приходит к этому, и я завидую очень этим людям, кто начинает заниматься альпинизмом с юношества. Среди моих там друзей, там, альпинистов есть такие, и я на них смотрю с завистью, потому что ну, они свою там молодость провели в горах, они учились этому, да, там, техническим восхождением, высотным восхождением, и они сейчас таким большим андеграундом, достаточно опытные альпинисты. Я немножко сожалею о том, что пришел в этот спорт вот в сегодняшнем своем возрасте, да, и, наверное, что-то там упущено, но в альпинизм прийти никогда не поздно, и это очень интересный, увлекательный спорт. Вы первый человек, взошедший на гору Манаслу. Вот флаг наш, житель Республики Башкортостан. Ой, да, это красиво, прям до мурашек. Вы там же встретились с Рустамом Набиевым. Он следом за вами также на гору взошел. Опять мне слово покорил, просто или нет, все, зашел. Говорите, покорить. Рустам Набиев был, вот вы встретились, собственно, там. Да, у нас были параллельные экспедиции, они... Базовые лагеря стояли рядом, и там, собственно, мы познакомились. Приехал с той же задачей, с той же историей, с такой же влюбленный и укушенный в горы, как и я, и зашел на руках. Это ну, реально прям подвиг. Да, это достойно восхищения. Поэтому в этом году на вершине был не один альпинист, а сразу 2. Из Башкортостана. Это супер классно. Следующая экспедиция Алла-Берса, как у нас говорят. Куда у вас будет? Вообще план, цель на 2022 год – это Эверест. То есть план на 2021 я выполнил. 2021 год был подготовкой. И Манаслу это была такая хорошая тренировка, когда я должен был для себя понять, что такое 8000, можно так там работать или нельзя, для того, чтобы дальше идти на
самую высшую точку планеты. Вот у меня почему-то в голове Эверест — это самая страшная гора в мире. Мне вот столько про нее всего рассказывают, столько про нее снято фильмов. Не страшно? Ну, страх — это нормальное чувство. С ним нужно уметь жить, работать, управлять и не поддаваться, самое главное, панике. И для этого, собственно, нужны тренировки, для того, чтобы понимать, как там быть. Мне кажется, это вообще девиз по жизни каждого из нас должен быть. Да? Страх — нормальное чувство, живем с ним, умеем им управлять, тренируемся. И молимся. И кайфуем, получаем удовольствие от всего, что происходит рядом с нами, вокруг нас. Сергей, спасибо вам огромное. Я его подговорю, может быть, он с вами пойдет. Спасибо большое, будет здорово.